Попасть в яблочко – задача для стрелка как дважды два. Тогда как определить лучшего? На чемпионате по стрельбе учитывается много факторов. В спортивной школе Олимпийского резерва номер 26 проходят соревнования по пулевой стрельбе. Ребята мастерски владеют пистолетом, практически как герои боевиков. Кубок Уфы по стрельбе из пневматического оружия посвящен памяти главному тренеру сборной России по стрельбе Игорю Золотареву. Спортсмены тут разного возраста, но нас, конечно, больше всего интересуют юниоры. Что нужно сделать, чтобы выиграть? Ты берешь в руку пистолет, проверяешь изготовку, то есть правильно ли ты стоишь, потом поднимаешь пистолет чуть выше, чем мишень, сравниваешь прицельную планку с мушкой и опускаешь на мишень, чуть ниже черного кружка. Расскажи про свое оружие. Это пневматический спортивный пистолет, это мое оружие, мне его выдают на тренировках, также накачивают баллон. В общем, после каждой тренировки я откручиваю баллон, чтобы воздух не уходил. Как и в любом виде спорта, для спортсменов важна разминка. Здесь она специфическая. У стрелков должны быть крепкие мышцы, чтобы они могли сдержать оружие и не уставать. В зачете спортсменам выдают мишени, в которые они должны безошибочно попасть с расстояния 10 метров. По каким критериям объявляется победитель? Потому как ты попал в мишень, то есть там есть черный круг, там входит 7, 8, 9 и 10. Чем больше ты набрал баллов, значит, тем выше место ты занял. Как развить меткость? Развить меткость, лично для меня, я думаю, это делать удержание. То есть ты поднимаешь пистолет на секунд 30-40, потом его опускаешь. Тяжело ли стрелять? Стрелять, я думаю, что не так трудно, если у тебя был опыт. Если же ты новичок, то для начала тебе надо начинать с малого и постепенно увеличивать нагрузку на упражнения. Такие пистолеты стреляют с помощью газа. Несмотря на то, что оружие не боевое, хранится оно полностью разряженным. Баллы высчитываются в зависимости от того, какое место получил спортсмен в личном зачете, сколько при этом набрал очков, то есть сколько раз он попал в цель. Научиться стрелять может каждый, а эти стрелки не сразу стали асами в своем деле. Это в очередной раз доказывает то, что невозможного нет. Камила Миняхметова, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.